Заклеили вентиляцию, естественную вентиляцию, и кондиционеры, и окна открывать нельзя. Чем вы дышите, мои лаборанты любимые? У нас на третий день после открытия поступило 1400 анализов. И мы самое удобное, к нам везли все, мы не могли отказать. Ежедневно у нас, конечно же, поток увеличивается. С каждым днем любое, даже получение простых масок или расходных материалов, пластика, становилось все труднее и труднее. И уже сроки поставки 3-4 месяца. Все зависит от того, правильно, слаженно ли, сплоченно ли мы будем работать. Вот сейчас я вам покажу, вот почему я считаю своих лаборантов героями. До пандемии мы проводили мониторинговые исследования вирусологических заболеваний и особо опасных инфекций. При пандемии, конечно же, пришлось внести свои корректировки в работе наших лабораторий. Это изменение графика работы, это дополнительные специалисты были выделены, которые умеют проводить ПЦР-исследования и имеют допуски. Федеральная служба дополнительно выделила нам оборудование для ПЦР-диагностики и обеспечивает неснижаемым запасом тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо этого, мы совместно с Министерством здравоохранения организовали единый пункт приема и регистрации проб, что позволило намного облегчить работу. Нагрузка, конечно, на специалистов увеличилась вдвое. Мы работаем в круглосуточном режиме без выходных. Клинико-диагностическая лаборатория занимается выполнением очень большого перечня анализов. Это у нас общеклинические исследования, гематологические исследования, цитологические исследования, коагулологические исследования, биохимические исследования, иммунологические исследования и ПЦР-диагностикой занимаемся. В последнее время начали заниматься ПЦР-диагностикой именно на ковид. Мы просто перестроили именно ПЦР-отдел. ПЦР-отдел у нас сделали изолированно вообще и стали работать именно на ковид. В общем целый объем, по лабораторной диагностике, такого изменения нету, просто у нас увеличилась нагрузка на ПЦР. Если ПЦР у нас раньше делали на грипп и ОРВИ там поменьше, сейчас большой объем, например, 300 анализов в день делаем. Прием амбулаторный был в связи с ограничительными мероприятиями прекращен. С нас никто не снимал ответственность за наших больных, поэтому мы перевели их онлайн, то есть по телефону, по консультации, хотя они и до этого были, но стали уже теперь обязательными. И посещаем больных на дому, развозим им лекарства, чтобы постоянно так не ездить, выдаем на более длительный срок. За несколько дней пришлось и перестроить работу, поскольку мы не той категории лаборатория, которая должна работать с данным заболеванием. Были с Роспотребнадзором согласованы какие изменения, и мы в течение 3 суток, в том числе в строительной конструкции, изменения и сделали уже лабораторию, которая полностью соответствует уровню опасности, с которой она работает. Мобилизовали к нам работников лабораторных, которые владеют этой методикой. Они проходили и у нас подготовку и становились самостоятельной бригадой уже. И пришлось вводить уже 4-сменную круглосуточную работу. 3-сменную, но она круглосуточная работа. У нас еще есть и алданский филиал,
который располагал тоже ПЦР-лабораторией, и он с такими же задачами, это работа и с ВИЧ-инфицированными, и профилактика ВИЧ-инфекции. Мы с первых же дней, когда начали работать по организации работы здесь с ковидом, одновременно запросили Роспотребнадзор внести нам предложение, как переделать, чтобы в Алдане работала тоже лаборатория по коронавирусу. На третий день, как у них появились первые случаи, наша лаборатория уже была готова. Мы оборудовали свою систему проведения тестирования. Согласно графику идет у нас круглосуточное исследование, без выходных. И включая 2 лаборатории, которые я озвучила, у нас работают 8 врачей и 7 фельдшеров-лаборантов. Каждая смена у нас работает по 4 человека. И, в принципе, с тем объемом, который у нас имеется, мы справляемся. Принцип лабораторной диагностики – исследовать тот биоматериал, в котором находится наибольшее содержание диагностируемого инфекционного агента. Наибольшее количество ковид, естественно, в мазках зева, носа. Мы сейчас зайдем в отдел, где и происходит, собственно, диагностика ПЦР. Потому что в грязной зоне, так называемой грязной зоне, происходит процесс приемки, регистрации биоматериала и выделения нуклеиновых кислот самого непосредственного вируса. А дальше, чтобы этот вирус как-то увидеть, визуализировать, то есть установить, что он действительно существует, вот применяется реакция полимеразно-цепной реакции, метод молекулярно-биологический. При существующей системе то, что мы находим, мы никогда не пишем. Вообще лаборатория никогда не ставит диагноз. Мы не пишем там положительно, мы называем эту пробу сомнительной и посылаем на подтверждение в ФБУС. Прием анализов у нас здесь происходит. Оттуда заходит, сейчас уже там дезинфекция прошла. Обработанные контейнера ставим там. Вот уже отработанные, чистые, дезинфицированные контейнера ставим. Вот получается здесь приходит ответственный человек, который привозит анализы, оставляет и уходит. Сюда никто не заходит. У нас здесь все закрыто. Все. А тут, соответственно, у меня 2 лаборанта, которые на приеме сидят. У нас только 1 смена работает. 2 человека на приеме, 4 человека на тестировании и 2 санитарки, которые выбираются. Всегда работает только с 8 часов утра. Сейчас, если во 2-ю смену остаемся, работает. Конечно, бывает, допоздна сидим. 1 раз выделили, просидели 1,5 часа минимум. Все взмокли, устали, кислородное голодание, голова начинает кружиться, очки запотели, ничего не видно. А кто еще с дополнительными очками, там вообще очки в очках, все запотело. Вот так вот выискиваешь место, где ты, место в очках, где ты его увидишь что-то, да. Лабораторные работники привыкли трудиться. Собираюсь отметить юбилей. Но получилось, боремся с коронавирусом. Ничего, это наша работа. Фанаты, которые старше меня, вот, очень... Штатив, например, 62-го года. Это все, что собирала за предыдущая старший фельдшер-лаборант Потройко Надежда Константиновна. И мы вот поставили, когда сюда переехали, все сделали так, чтобы было всем видно, чтобы знали молодежь. За сутки в среднем мы обрабатываем от 500 и 700 исследований по площадке ФБУЗа, Центр гигиены и эпидемиологии. В целом по республике у нас созданы и организованы 11 лабораторий, это включая 2 лаборатории ФБУЗ, Центр гигиены и эпидемиологии, и 9 на базе лечебных учреждений Министерства здравоохранения. Это СПИД-центр, это онкологический диспансер, Якутская городская клиническая больница и РБ-3. Все вместе по исследованиям на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 мы делаем
от 3000 до 4000 исследований в день. Вообще показатель по России у нас лучший, можно сказать, самый лучший. 351 на 100 тысяч населения. Если по Дальнему Востоку, то мы передовые, можно так сказать. Это удалось благодаря совместным усилиям с Министерством здравоохранения, Управлением Роспотребнадзора. Рост тестирования, проведение тестирования, это и идет и увеличение охвата населения. Именно охвата населения, которые контактировали с больными. И это, как бы, вот эти исследования, они идут на раннее выявление заболеваний. Ну, тем самым, конечно же, увеличение охвата населения дает раннее выявление. Это ведет, опять-таки, к раннему лечению, диагностике заболевания. И тем самым мы, конечно же, спасаем здоровье населения республики. Ну, как и любая экстремальная ситуация показывает не текущий даже момент, да, все работали в одном ключе. Закупщики, они не выходили, 2-3 недели отсюда не уходили, переодеваться ездили, потому что закупки, вот те, кто проводил в это время бюджетные закупки, могут подтвердить это, что меняется не то, что там утром одна, вечером другое, в течение часа меняются цены, меняются условия поставки. Отдел кадров это по-настоящему был мобилизован, это все пошли обучаться новой инфекции, это на дому, в свое личное время. На сегодняшний день, помимо классического ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, имеются еще экспресс-тесты и иммуноферментный анализ, которые направлены на выявление иммунитета, уже который выработался на вирус. По данным Роспотребнадзора, 19 марта 2020 года российскими учеными удалось выявить и расшифровать геном коронавируса. И на этой платформе сейчас разрабатываются вакцины, проводятся их тестирование. И я думаю, что как эксперты говорят, что в 4 квартале 2020 года такая вакцина уже у нас будет существовать в России.